Остатки глины, песка, цемента прямо на асфальте. Несложно догадаться, откуда такая грязь на центральных улицах города. Конечно же, со строительных площадок. Но основную проблему, конечно, доставляют строительные организации, которые сейчас активно ведут строительство в старых районах города, да и в новых тоже. Строятся сети, строятся новые электрические сети, водопроводные, газопроводные и так далее. В связи с увеличением объема строительства жилых домов увеличивается, соответственно, потребление. Организации практически все не оборудованы, стройки. В соответствии с правилами благоустройства они должны быть оборудованы мойками для того, чтобы мыть колеса техники, которая заезжает на строительную площадку. Соответственно, если бы они это делали, то дороги были бы гораздо чище. Они вытаскивают всю эту грязь и растаскивают ее по всем дорогам. Управление жилищно-коммунального хозяйства направило письма всем строительным организациям, чтобы впредь не допускалось загрязнения городских дорог. В случае нарушения этих требований предусмотрены административные санкции, штрафы внушительных размеров, которых бы хватило на покупку нескольких комплексов для мойки колес. Коммунальщики также рекомендуют организациям посыпать щебнем саму строительную площадку, тогда и проблем с грязью не будет. Между тем, работа по выявлению и пресечению нарушителей правил благоустройства города продолжается. По улице Булякова буквально в субботу-воскресенье, выходные дни шли дожди. Нерадивый водитель выехал со строительной площадки. Организация, даже сейчас могу сказать, это у нас «Стройэнергоресурс». Он является подрядчиком «Башкирэнерго», который устанавливает блочную электрическую подстанцию за домом, индустриальное шоссе 24. Он, при доставке строительных материалов на эту стройплощадку вывез эту грязь и растащил ее по улице Булякова и по улице индустриальное шоссе. Также был вынос грязи очень сильный по улице Чайковского, на улице Сарматах. Просим строительные организации учесть данный момент и прекратить марать городские дороги грязью. Елена Афанасьева, Гульхамитова, Дамир Хайбуллин, телекомпания СТВ.